Сигналы о качестве водопроводной воды на портале «Активный регион» одни из самых частых. На днях на сайт поступило 2 ответа от чиновников, и оба на эту тему. Прежде жительница Визябожа жаловалась. Из-под крана течет коричневая жидкость с неприятным запахом. Деньги за нее исправно платят, а пользуются бутылированной водой. Реакция местных властей незамедлительная. Очистные проверили, выявили дефекты и до конца сентября обещали заменить старое оборудование. Похожая ситуация в поселке Вайвож. В нескольких домах по улице Советской и улице Кирова, поселка Вайвож, жильцы уже почти полгода вынуждены жить с грязной водой. Из-под крана течет грязная, желтого цвета вода с неприятным запахом. Представители управляющей компании говорят, что необходимо менять водопроводные сети, а денег на это нет. Что планируется сделать? Когда у людей будет чистая вода? На этот раз жители получили не отписку, а подробный отчет о проделанной работе с номерами скважин и даже названием частей оборудования. В следующем году модернизация систем водоснабжения продолжится. Еще одна жалоба и вновь на тепловиков. Жителей Троицко-Печорска беспокоит аварийное здание бывшей угольной котельной, куда беспрепятственно проникают местные подростки. Приняты меры по исключению попадания в здание котельной посторонних людей. А именно, вокруг здания растянута сигнальная лента, выставлены запрещающие знаки, оконные и дверные проемы зашиты деревянными щитами. В Койдине тем временем никак не дождутся нового моста через реку Кой. Весной 2017-го его разрушили лесовозы. С тех пор местные ездят в объезд по ведомственной дороге. Впрочем, оказалось, контракт на строительство уже заключен и даже определены сроки ввода объекта в эксплуатацию. Это конец ноября 2018-го. Вот так оперативно, по принципу одного окна, решаются проблемы не просто отдельно взятого населенного пункта, даже конкретных людей. Еще один из примеров могу привести. Сгоревший дом по Большой 10. У нас сейчас будет подписано постановление о сносе этого дома. Житель обратился, что ему там сгоревший дом, опасность, так скажем, для жителей. Значит, сразу не получилось это решить. Все-таки там комиссия собирается по определенным регламентам, это все, работа проводится. Ну вот, с течением времени, получается, проблема будет решена. Активный регион постоянно совершенствуется. Портал пополнился разделами «Народный бюджет» и «Народные идеи». Там можно предлагать свои варианты развития территорий. Появилась и вкладка «Экспертный совет», где даются оценки решения проблем. При этом пользователи по-прежнему могут высказать свои пожелания по улучшению сайта. Проверено, такой интерактив между гражданами и властью плодотворно сказывается на жизни региона. Константин Куратов, Таисия Жакова, телеканал Юрган, Сыктывкар.